После непродолжительной недельной паузы процесс по делу экс-прокурора Соляновой снова продолжился, и сразу со скандалом. Хотя слушания открыты, милиция препятствует доступу прессы, депутатам и омбудсмену на публичный процесс. Больше часа многим пришлось прождать на улице, прежде чем попасть в зал заседания. Судья к этому времени уже удалился для вынесения решения. Адвокаты подсудимой жалуются. Им не дали возможности выступить в прениях, лишили Солянову даже последнего слова. Я догадываюсь, какой приговор будет. Приговор заказан. И у судьи не было другого выхода. И он идет сознательно на вынесение того приговора, который нужен власти. Спустя еще час вердикт судьи. 5 лет с отсрочкой и конфискацией имущества. Сторонники подсудимой тут же освистали решение. Соляновой Денисовке назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества. Экс-генпрокурора, а ныне депутата парламента Кыргызстана Аиду Солянову осудили по статье «Злоупотребление должностным положением». Сторона обвинения посчитала, что, будучи главой Минюста, Солянова незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, близкому соратнику сына беглого президента Бакиева Максима. Дело рассматривалось Ленинским районным судом последние полгода. Приговор вступит в силу через 12 лет. Суд дал отсрочку, пока младшей дочери Соляновой не исполнится 14 лет. До этого еще есть городской суд, есть еще выборы 15 октября. И я думаю, что придет следующий президент, и все эти суды будут, все решения судов будут пересмотрены. И тогда этим судам и прокурорам не поздоровится. Но следующий процесс уже будет после выборов, я так понимаю. Да, пожалуй, так. Как вы думаете, что-нибудь изменится? Я думаю, что изменится, поскольку белыми нитками шито было это дело. И защита, и гособвинение остались недовольны приговором. Реакцию последних успела запечатлеть камера. Прокуратура согласна с решением суда? 5 лет, я так понимаю, 5 лет со срочкой до 14 лет. Сама Аида Солянова в интервью не раз утверждала, что дело против нее имеет политический подтекст. Экс-генпрокурор перешла в оппозицию пару лет назад, после того, как ее мужа стали обвинять в коррупции. В прошлом году Солянова стала одной из ключевых оппозиционных политиков, критиковавших конституционные реформы президента.